Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз Доки Доки Литература Клаб деген новелла ойынын ойнайтын боламыз. Бұл ойынның аудармасы Доки Доки әдеби клуб деген сияқты солай аударылатын шығар, білмеймін қазақша. Дұрыс аудара алмаймын, ал сіздер түсінген шығарсыңдар деп ойлаймын. Ал бүгін жаңа ойын бастаймыз. Бұл ойынды көріп тұрғаныңызда сіздер ойлайтын шығарсыздар, қазір бұл детский ойын, көріп тұрғаныңызда аниме, қыздар мында не мынау деп ойлап жатқан шығарсыңдар. Что-то мынау розовый ойын, қыздардың ойынды ойнама деп ойлап жатқан шығарсыңдар. Жоқ, бұл хоррор ойын. Сіздер сенбесеңдер де бұл психологический хоррор ойын. Бұл сіздер ойлағандай құттай балдарға арналған ойын емес. Бұл строго плюс 16, плюс 18, плюс 16. Короче, бүгін бастаймыз бұл ойынды ойнап. Сіздерге ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, арна тіркеңіздер. Бұл ойынды қазақша ешкім әлі түсірген жоқ. Летсплей мен бірінші болғым келеді. Ал бастайық, ал жаңа ойын бастаймыз, ал кеттік ал. Мен қазір орысша оқимын, субтитраларды, өйткені қазақша жоқ, білесіздер ғой. Мен қазақшаға аударып отыратын болсам, 1 сағат болады. Сол себептен мен просто орысша оқи саламын, я. Достар, ренжімейтін шығарсыздар, сөздер бәрін орысша түсінетін шығарсыңдар, мен ойымша. Эй, дейді, вдалеке я увидел, автордың сөзі за кадром. Мен шын айтайын, сюжетін білмеймін бұл ойынның, мен көрдім енді біршама андай, психологический желілерді көрдім, там кто-то повесился, там бірдеңелер болды, конечно, көрдім, бірақ мен сюжетін дұрыс білмеймін, диалогтары не екенін білмеймін, что там не туралы, вообще дым білмеймін. Сол үшін бүгін бірінші рет ойнаймын. Вдалеке я увидел шумную девушку. Она бежала по направлению ко мне, размахивая руками в воздухе так, будто ей плевать на то излишнее внимание, которое она к себе привлекает. Это девушка Сайори, моя соседка и хорошая подруга детства. Ну, знаете, такие друзья, с которыми вы толком не видитесь, но они остаются такими, просто таковыми, просто потому, что вы знаете друг друга слишком долго. Такие дни, как этот. Мы раньше ходили в школу вместе, но начиная со старшей школы, она начала все чаще и чаще просыпать. В конце концов, я просто устал постоянно ждать ее. Короче, достар, Сайор дейтін досы, оның ұйықтап қалай беретін болғасын. Екеуі көп бірге мектепке бармайтын болды. Короче, дос болып тұр ғой, сосед болып тұр ғой. Ал давайте көрейік. Но если она и так будет бегать за мной, как сейчас, то будет лучше просто убежать подальше. Ұйықтап қалай беретін қыз болған. В итоге я просто вздохнул и встал напротив перехода, дав Сайори догнать меня. Ха-ха! Я опять проспала! Но я догнала тебя в этот раз. Мидндай дауыс берсақ керек емес шығар деп ойлаймын енді. Возможно, но только потому, что я решил остановиться и подождать тебя. Ты сказал это так, словно хотел проигнорировать меня. Это грубо, Нурлан. Что ж, если люди будут таращиться на тебя из-за того, что ты странно себя ведешь, тогда я не хочу, чтобы они подумали, что мы пара и что-то вроде того. Ладно. Но все-таки ты меня подождал. Я думаю, что ты не сможешь быть букой, даже если захочешь. Как скажешь, Сайори. Хе-хе. Мы вместе перешли дорогу и продолжили свой путь в школу. По мере приближения улицы все больше заполняются другими учениками, совершавшими свой повседневный поход на учебу. Кстати, Нурлан, ты уже решил, в какой клуб вступишь? Клуб? Я уже говорил тебе, я не заинтересован во вступлении в клубы. Даже не искал еще. Это неправда. Ты сказал мне, что вступишь в клуб в этом году. Разве? Возможно, я вправду мог это сказать в одном из множества наших разговоров, где я пренебрежительно соглашался совсем, да, что она говорила. Сайори любит слишком много беспокоиться за меня, в то время, когда я полностью удовлетворен тем, что прожигаю свое свободное время, сидя за играми и аниме. Ага. Я говорил о том, как я волнуюсь из-за того, что ты не научишься общению в коллективе и приобретешь никаких умений перед колледжем. Твое счастье очень важно для меня, знаешь ли. И я знаю, что ты всем доволен на данный момент, но мне хочется умереть от мысли, что ты станешь хиканом в ближайшие пару лет, потому что совершенно не живешь реальной жизнью. Хикан некем білетін шығарсыңдар, андай адамдар короче, үйде отырады, андай аниме қарайды, ойындар ойнайды, короче, андай. Короче, мен ғой, мен емес шығар, мен хикан емеспін ғой, мен далаға да шығамын, бірақ типа сондай адамдар ғой, андай үйде отырады, ойын ойнайды, аниме қарайды, там ойынды задурачит, короче, үйден шықпайтын адам, андай бір затпен задрот сияқты, короче, сондай бірден мен түсіндіре алмаймын оны қалай екен. Ты ведь мне доверяешь, так?
Не заставляй меня волноваться за тебя. Ладно, ладно. Я посмотрю пару клубов, и если это тебя обрадует, хоть ничего не обещаю. Но ты можешь, по крайней мере, обещать мне, что ты немного постараешься. Да-да, думаю, я могу пообещать. Ей! Короче, почему я позволил тебе отчитывать такой беспечной девчонке? Более я поражен, что вообще слушаю ее. Но все-таки, глядя на то, что как сильно она за меня переживает, так или иначе захочется ей помочь, даже если она преувеличивает. Мектепке келдік я. Наконец-то мектеп. Наконец-то игра кішкене өзгерді. Скриба басқа кадрға ауысты кішкене. Бұл ойында я экшен, ешқандай движение, ешқандай там, не знаю, GTA сияқты там, FNAF, там, Minecraft, онда ешқандай движение жоқ. Бұл ойында просто отырасың, оқисың, сюжет тыңдайсың. Және де арасында кішкене бір выборлар жасайтын шығарсың, білмеймін. Точно білмеймін ол. В этот день в школе мы такие же... Этот день в школе был таким же обычным, как и всегда. И закончился он, прежде чем я опомнился. После того, как я упаковал свои вещи, я уставился в стену, пытаясь найти хоть каплю мотивации. Клубы? Сайори хотел, чтобы я рассмотрел варианты клубов. Похоже, у меня нет выбора, кроме как начать с аниме-клуба. Привет, Сайори Гельт. Сайори! Сайори, должно быть, зашла в класс, пока я витал в облаках. Я оглянулся и понял, что я остался в классе один. Я думала, что поймаю тебя, когда ты будешь выходить из класса, но увидела, как ты сидишь тут и просто витаешь в облаках, поэтому зашла. Честно говоря, ты иногда даже хуже меня. Не впечатлена. Тебе не нужно меня ждать, если из-за этого ты опоздаешь в свой клуб. Ну, я посчитала, что тебе нужен некий стимул, поэтому я подумала, ну знаешь. Знаю что? Ну, что ты мог вступить в мой клуб? Сайори? Да? Да? Но при каком раскладе я не вступлю в той клуб? Злёка. Сайори, вице-президент литературного клуба. Вице-президент литературного клуба. Не то чтобы я знал, что она интересуется литературой. На самом деле я на 99% уверен, что она сделала это только потому, что считала, это будет весело помочь основать новый клуб. А поскольку она была первой, кто заинтересовался клубом после основателя, она и получила титул вице-президент, не говоря уже о том, что мой интерес к литературе еще меньше. Ага, я пойду в аниме-клуб. Пожалуйста, пойдем. А почему тебя это вообще так волнует? Ну, я вроде как сказала вчера в клубе, что приведу нового участника, и Нацуки испекла кексики и все такое. Хе-хе-хе. Не давай обещания, которые не можешь сдержать. Не могу сказать, действительно ли Сайори настолько ветряная, или она планировала это с самого начала. Я испустил длинный вздох. Хорошо, я загляну ради кексов, ладно. Кекс... Бәріне дайынмын, достар. Да, пошли. Кішкене шай ішпесең, а то тамағым бәрін оққан кезде ауырады жаман. Итак, сегодня знаменуется день, когда я продал свою душу за кексы. Я удрученно следовал за Сайори по лестнице в часть школы, которую я редко посещал, используемую в основном третьегодками и для мероприятий. Сайори полной энергии распахнула дверь комнаты. О-хо-хо-хо-хо! Эй, все, новобранец здесь! Я же говорил тебе, не называй меня новобранец. Я глядел комнату. Добро пожаловать в литературный клуб. Рада с тобой встретиться. Девушка 1. Сайори всегда хорошо отзывался о тебе. Серьезно, ты привела парня? Это убьет всю атмосферу. Ах, Нурлан, что за приятный сюрприз. Добро пожаловать в клуб. В такой ситуации я потерял дар речи. Реально, этот клуб полон невероятно милых девушек. Блин, реально, и когда просто аниме қыздар дейтін дерзкі салғанына қараңдаршы, қандай фон, қараңдаршы, қандай детализация арта, ё-моё, просто керім оны, блин. Сиськи посмотрите, здесь. На что уставился, дить? Если хочешь сказать что-то, скажи. Простите. Нацуки. Ха. Вроде Нацуки действительно сразу говорит, да? Девушка с кислой миной, чье имя, судя по всему, Нацуки. Единственное, кого я не заметил. Судя по ее маленькой фигуре, она, скорее всего, первогодка.
Также она, со словам Сайори, так кто сделала кексы. Можешь просто проигнорировать ее, когда она начинает капризничать. Сайори сказала это тихо мне на ухо, затем повернулась к другим девушкам. Итак, это Нацуки всегда полна энергии, а это Юри, она умнейшая в клубе, но Юри Ультро. Не надо так говорить. Похоже, наиболее взрослый и робкий среди всех Юри приходится тяжело с кем-то вроде Нацуки. Эх, ну что ж, приятно познакомиться с вами обеими. И похоже, ты уже знаком с Моникой, так? Верно? Приятно увидеть тебя снова, Нурлан. Моника приветливо улыбается. Мы действительно друг друга знаем. Мы редко разговаривали, но в прошлом году мы были в одном классе. Умная, красивая, спортивная. Моника была, пожалуй, самой популярной девушкой в классе. В общем, абсолютно не мой уровень. Поэтому ее искренняя улыбка заставляет меня чувствовать себя немного... Тебя тоже, Моника? Проходи, присаживайся, Нурлан. Мы освободили для тебя место за столом. Поэтому можешь сесть рядом со мной или Моникой. Я принесу тебе кексики. Всем, то есть. Эй, я их сделала, я и принесу. Прости, я немного увлеклась. В таком случае, как насчет чая? Девушки сдвинули несколько пар, чтобы составить из них стол. Как и упоминала Сайори, они расширили его таким образом, чтобы появилось одно место рядом с Моникой и одно около Сайори. Нацуки и Юри отошли в угол комнаты, где Нацуки взяла завернутый в фольгу поднос, а Юри открыла шкафчик. Все еще чувствуя себя неловко, я занял место напротив Сайори. Нацуки гордо прошла к столу, неся в руках поднос. Итак, вы готовы? Та-дам! Вау! Нацуки сняла фольгу с подноса и раскрыла дюжину белых кексиков, украшенных так, чтобы походить на маленьких котиков. Усики были нарисованы глазурью, а в качестве ушек были использованы маленькие кусочки шоколада. Так мило! Я не знал, что ты так хорошо в выпечке, Нацуки. Эх, ну теперь знаешь. Просто поторопись и возьми один. Сайори будет первой, потом Моника, я следую их примеру. Вкуснятина! Сайори говорит с полным ртом и умудрилась испачкать лицо в глазури. Я покрутил кекс в своих пальцах, подыскивая наиболее удачное место для укуса. Нацуки молчит. Я замечаю ее короткий взгляд, направленный на меня. Она ждет, пока я попробую. Наконец я кусаю. Глазурь сладкая и насыщенная. Интересно, неужели она сделала это сама? И правда, неплохо. Кекс кайда! Кекс кайда! Спасибо, Нацуки. Почему ты меня благодаришь? Не то чтобы я... Кажется, я слышал это где-то ранее. Я сделал это для тебя или что-то вроде того. Я подумал... Я думал, что ты по сути это и сделала. Сайори сказала. Ну, может быть. Но не для... Ну, знаешь, тебя, дурак. Ладно. Я сдался перед странной логикой Нацуки и прервал разговор. Юри вернулась к столу, принеся сервис. Она аккуратно расставила чашки напротив каждого из нас, а затем поставила чайник рядом с кексами. Вы что, целый чайный сервис в этой комнате храните? Не переживай, учителя дали нам разрешение. В конце концов, разве не горячая кружка чая лучше всего помогает насладиться хорошей книгой? Наверное. Эх, не пугайся, Юри просто старается впечатлить тебя. Это не... Юри обиженно отвернулась. Я хотел сказать на самом деле, я тебе верю. Хоть чтение с чаепитиями не совсем мое хобби, но я, по крайней мере, смогу насладиться чаем. Я рада. Юри с облегчением улыбнулась. Моника подняла брови, а затем улыбнулась мне. Итак, что ты решил по поводу литературного клуба? Ух, я боялся этого вопроса. Что-то подсказывает мне, что не стоит говорить Монике, что меня сюда, по сути, притащила Сайори. Что ж, я все еще не вступил в какой-либо клуб, и Сайори, похоже, счастлива здесь, поэтому все в порядке, не стесняйся. Мы позаботимся о том, чтобы ты чувствовал себя как дома. Хорошо? Мой долг как президента литературного клуба позаботиться о том, чтобы клуб был веселым и интересным для каждого. Моника, я удивлен. Как ты вообще решила основать свой собственный клуб? Ты вполне могла бы занять одной из лидирующих должностей в любом из крупных клубов.
Разве не ты была главной дискуссионного клуба в прошлом году? Эх, ну ты знаешь. Если честно, я выношу всю эту политику вокруг крупных клубов. Такое ощущение, словно в них ничего, кроме споров о бюджете и работы на публику, а также подготовки к мероприятиям. Я бы лучше предпочла заняться чем-то, что нравится лично мне, и сделала из этого что-то особенное. И если это вовлечет других к литературу, то тогда я точно исполню эту мечту. Моника правда прекрасный лидер. Юрий тоже кивает в согласии. Тогда я удивлен, что в клубе все еще не так много людей. Сложно должно быть основывать новый клуб. Можно и сказать и так. Не так много людей заинтересовано в прикладывании усилий, чтобы привнести что-то новое. Особенно, когда это что-то не особо привлекающее внимание, как литература. Нужно очень постараться, чтобы убедить людей в том, чтобы это интересно и стоит того. Но благодаря этому школьные мероприятия, как, например, фестиваль, становятся гораздо важнее. Я уверен, что мы действительно сможем развить этот клуб до того, как выпустимся. Не так ли, ребята? Да! Выложимся на полную. И еще, блять. Бәрі каждый қыз өзінің вкладын жасағысы келеді. Бұл клубқа, литературный клуб, бізде және бұл клубтың бір рөлін атқаратын шығармыз деген ойдамыз. Біз новый бірден әк білеміз ба, білмеймін енді, оны точно білмеймін, ал көреміз ал енді. Ойын енді қызық шығар деп ойлаймын. Я ойын пока что маған ұнап жатыр енді. Бірақ енді қызық емес енді геймплей жағына, просто кнопканы басып отырып оқып отыру қиын енді. Сіздерге қазақша сөйлей алмаймын, өйткені бүкіл субтитры бәрі орысша жазылған, сол үшін сіздерге орысша оқуатын, оны қазақша аударатын болсам, ё-моё, достар, білмейсіздер қаншама уақыт өтетінін. Так что бұл ойында диалог просто көп, реально. Все восторженно соглашаются, такие разные девушки, но все заинтересованы в одной цели. Моника, должна быть, действительно постаралась, чтобы найти этих троих. Может быть, поэтому они так рады выступлению нового участника. Хотя я все еще не знаю, смогу ли я поддержать такой же уровень энтузиазма насчет литературы. Итак, ну ладно, что ты любишь читать? Ну, учитывая то, что как я мало прочитал за последнюю пару лет, я не могу ответить на этот вопрос. Мангу? Мангу? Я тихо бормочу себе под нос, полушутя. Нацуки резко поднимает голову. Это выглядит так, будто она что-то хочет сказать, но молчит. Не такой же уж читатель, полагаю. Ну, это может измениться. Что я несу? Это может измениться. Я сказал, не подумав, после того, как увидел грустную улыбку Юри. Кстати, а счет насчет тебя, Юрий. Слушай, ну если так подумать, Юрий провела пальцем по краю своей чашки. Больше всего мне нравятся романы с проработанным целостным фантастическим миром. Уровень мастерства и креативность, сокрытый в нем, поражает меня. И способность рассказать хорошую историю в настолько чужом мире и равной степени впечатляет. Юрий продолжает говорить, похоже, она очень страстно относится к чтению. Она казалась такой скромной и замкнутой, когда я пришел, но с уверенностью, можно сказать, потому как загорелись ее глаза, что ей комфортнее среди книг, не людей. Но знаешь, мне нравятся и многие другие вещи. Истории с глубокой психологией частенько заставляют меня нырнуть в них с головой. Разве не удивительно то, как писатель может использовать нашим собственным отсутствием воображения, чтобы выбить из нас колей? Но так или иначе, в последнее время я прочитал немало ужастиков. Я однажды читал ужастик. Я в отчаянии хвастаюсь за что-то, о чем знаю хоть немного. При таком раскладе Юрий могла бы с таким же успехом вести диалог с камнем. Серьезно? Не ожидала подобного от тебя, Юрий, от кого-то настолько утонченного. Полагаю, можно и так сказать. Но если история заставляет меня задуматься или затягивает меня в другой мир, тогда я действительно не могу оторваться. Сюрреалистичному хоррору частенько лучше всего удается заставить читателю задуматься в собственном взгляде на мир, пусть и на короткое время. Ненавижу ужастики. Почему? Ну, я просто... Нацуки на долгую секунду встрянула в меня глазами. Неважно. И вправду ты ведь обычно пишешь о более миленьких вещах, не так ли, Нацуки? Что? Почему ты так подумала? Ты оставила кусок смятой бумаги после последнего собрания клуба. Похоже на то, что ты работаешь над поэмой под названием... Не говори об этом вслух. И верни мне. Хорошо. Твои кекси, твои поэмы. Все, что ты делаешь, настолько же миленько, как и ты сама. Сайори подкралась со спину Нацуки и закинула свои руки ей на плечи. Я не миленькая. Нацуки, ты пишешь свои собственные поэмы? Ну иногда я думаю. Какая тебе разница? Я считаю, что это впечатляюще. Почему бы тебе не показать нам как-нибудь? Нет.
Нацуки ответила. Взгляд. Они тебе не понравятся. А еще не очень уверенный... еще не очень уверенный писатель. Я понимаю, это что чувствует Нацуки. Чтобы делиться при таком опыте письма, нужно куда больше, чем просто уверенность. Истинная форма писательства — это когда пишешь для себя самого. Нужно хотеть открыться своим читателям, обнажать свои уязвимости и показать им даже самые далекие горизонты своего сердца. У тебя тоже есть писательский опыт, Юрий? Может, если ты поделишься некоторыми своими работами, ты сможешь подать пример и помочь Нацуки почувствовать себя более уверенно, чтобы поделиться своими. Похоже, с Юрией та же проблема. Ух, я бы хотел почитать поэмы каждого. Некоторое время мы сидим молча. Ладно, ребята, у меня есть идея. What? Нацуки и Юрий с недоумением смотрят на Монику. Давайте все пойдем домой и напишем свои собственные поэмы. И тогда, когда встретимся в следующий раз, мы все друг с другом им поделимся. В таком случае мы будем равны. Да, сделаем это. Плюс ко всему, теперь у нас новый член. Новый член. Я думаю, это поможет нам всем почувствовать себя покомфортнее друг с другом и укрепить нашу узу в клубе. Не так ли, Нурлан? Моника горячо улыбнулась мне еще раз. Погоди, все еще осталась одна проблема. Какая? Теперь, когда мы вернулись к изначальному вопросу моего вступления в клуб, я выпалил все то, что занимало мои мысли все это время. Я не говорил, что вступлю в этот клуб. Девчонки. Сайори уговорила меня заглянуть сюда, но я еще не принимал какого-либо решения. У меня еще остались другие клубы, которые я могу посмотреть, и я потерял ход мысли. Все 4 девушки смотрели на меня подавленными взглядами. Нет, Харамандр здесь находится. Но, извини, я считала... Блять, Бер... Что-то не стекпалдо. Бер настроение сукпалдо. Ну ладно. Вы все... Я беззащитен против этих девушек. Блин, мне сразу я деревничный. Даже классно нормально. И как я должен принимать взвешенные решения при такой ситуации? Ладно, если написание поэмы цена, которую нужно заплатить, чтобы проводить дни в компании этих красивых девушек. Хорошо. Тогда я решил. Я вступлю в литературный клуб. Удачи, братан. Земля тебя пухом. Поочередно в глазах девчат дожигается огонек. Да, я так счастлива. Сайори обхватила меня руками, прыгая на месте. Эй, ты и правда напугал меня на мгновение? И если бы ты и правда пришел сюда только за кексами, это и правда было бы супер убого. Значит, теперь это официально. Добро пожаловать в литературный клуб. Ах, спасибо, наверное. Итак, ребята, думаю, что на этой хорошей ноте мы можем официально закончить сегодняшнее собрание. Все вы запомните сегодняшнее задание. Написать поэму и принести ее в следующую встречу, чтобы мы все могли поделиться. Моника еще раз взглянула на меня. Ну ладно, мне еще не терпится увидеть тебя, как ты себя покажешь. Да. Смогу ли я действительно произвести впечатление за звезду класса? Монику моей представлению навыком писательства. Типа, шажок подыслал. Моим посредственным навыком писательства я уже ощущаю нарастающее чувство тревоги. И между тем девушки продолжают болтать, пока Юрий и Нацуки убирают еду со стола. Эй, Нурлан, разве мы уже оба здесь? Хочешь пойти домой вместе? И так, правда, Сайори и перестали ходить домой вместе, поскольку она постоянно оставалась в клубе после школы. Конечно, почему бы и нет? Ей, все, без бірге үйге кеттік. Біздің заданиеміз поэма жазу, өзімізді көрсету, енді білмеймін бәрі қалай болатын. Келесі серияда жалғастырамыз ал. Итак, мы оба покинули комнату клуба и направились домой. Всю дорогу мои мысли вращались вокруг этих 4 девушек. Сайори, Нацуки, Юрий и, разумеется, Моники. Ё-моё, барлық қыздарды әп-әдемі супер поэма, реально. Бәрі қыздарды жақсы бәрі. Керім, просто... Действительно ли я буду счастлив, оставаясь каждый день после школы литературы? Возможно, у меня будет еще шанс сблизиться с... Смотри-ка, ойлап жатқан шығарсыздар. Қайдағы хоррор ема мұндағы? Қайда? Дым хоррор жоқ қой мұнда? Какой хоррор?
бәрі алда, достар, алда болады хоррордың бәрі. Басында осылай басталады ол, реально осылай, типа, бәрі мило, бәрі күшті, бәрі күшті, бәрі, типа, мило так күшті бәрі, құттай балдарсызге. Бірақ потом, ё-моё, кәдімгідей сіздер шошып кетесіңдер. Мне просто нужно извлечь максимум из сложившихся обстоятельств, и тогда я уверен, удача будет мне благоволить. Начни, пожалуйста, написанием поэмы сегодня вечером. Достар, бүгін осыдан келесі келесі жалғастырамыз, достар. Осымен біз бітіреміз бұл летсплейді. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса сразу лайктарыңызды басыңдар. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Мен және инстаграмға подписаться етуіне болады. Ссылочкасы астында болады. Ал сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал келесі сериясы сіздерге ұнаса шығады, сіздерге ұнамаса шығады, білмеймін, енді көремін. Ал өзім желаниеме байланысты бәрі. Ал давайте, келесі кездескенше. Давайте дегенім. Қайда бавайте?